Здравствуйте. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается крайне напряженной. Необходимо обратить внимание, что за текущие сутки на 8 утра 22 мая 2020 года по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия зарегистрировано 80 новых случаев. Из них 47 случаев приходится на город Якутск, 33 случая представляют уже наши районы. Сегодня необходимо обратить внимание на то, что большинство районных случаев, конечно же, сегодня составляет та ситуация, которая произошла в Намском районе. Как вы знаете, там объявлен указом главы Республики Саха-Якутия карантин, и на настоящий момент есть люди, которые у нас лечатся в инфекционном стационаре в селе Намцы, есть те, кто из намских лечатся в городе Якутске. Им, конечно же, мы желаем непосредственно до выздоровления, как и всем тем, кто находится у нас в больницах. И есть те, кто у нас находится на амбулаторном лечении, лечение которое оказывают наши врачи Центральной Намской районной больницы. Жителям села Наслега-Салбанского прежде всего спокойствие, терпение и, конечно же, соблюдение достаточно жестких требований карантина для того, чтобы не дать очагу разрастаться. Особое внимание хотелось бы обратить внимание на и районы улусы, в которых появляются единичные случаи, они разрастаются. Это в том числе и Татинский улус, где у нас на настоящий момент уже практически 4 случая инфицированных. Это также Мегино-Кангаласский район, в котором постоянно увеличивается количество на 1-2 человека. Соответственно, и это также и Верхневилюйский район. Необходимо обратить внимание, что для промышленных районов Мирнинского, Нюрингринского, Алданского сегодня приток тех людей, которые являются зараженными, все-таки связаны в большей степени с вахтой. К сожалению, не только с вахтами, но и с теми рабочими, которые являются привозными. У нас порядка 5500 человек сегодня приезжает работать в республику. Их отследить, мы их очень четко отслеживаем, но тем не менее появляются и случаи тогда, когда есть завозное заболевание на территорию республики. Что же касается сельских районов, я хочу еще раз обратить внимание на то, чтобы были усилены санитарные нормы и правила, и поэтому для них, безусловно, это заболевание является завозным. Еще раз призываю всех руководителей учреждений, бюджетных и иных организаций, пересмотрите свои графики командировок. Постарайтесь ограничиться в командировках для того, чтобы непосредственно не беспокоить сейчас достаточно перед летом хрупкое вообще состояние, в котором находится наш район. Нужно войти в сельхозсезон. Это очень важно. Что касается города Якутска, к сожалению, мы увеличили, исходя из того, что мы увеличили большое количество тестов, стали делать, и, соответственно, город Якутск не может не вызывать беспокойства. Поэтому огромная благодарность тем жителям города Якутска, которые сидят дома. Спасибо вам за то, что вы сохраняете это спокойствие, сохраняете терпение, за то, что вы сохраняете эту санитарно-эпидемиологическую обстановку, но, тем не менее, очаги городские, которые сегодня есть в городском округе, это семейные и корпоративные очаги. Поэтому здесь очень важно соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил на работе. Не нужно относиться к понятию этих правил как к чему-то формальному. Это уже часть нашей жизни. И сегодня в городе, особенно тогда, когда у нас впереди лето, нужно просто-напросто всем вместе собраться, внутренне собраться, органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественности, нашим, соответственно, всем гражданам города для того, чтобы, собравшись внутри вместе, объединиться внутри, находясь в разных местах. Это очень важно. Спасибо за внимание. Это был брифинг оперативного штаба Якутии с информацией о коронавирусе на 15 часов дня 22 мая. Оставайтесь на нашем канале.